Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. И мы сегодня будем говорить о Иосифе Бродском. Казалось бы, какое он имеет отношение к Якутии? Но вот он имеет достаточно серьезное отношение, и он об этом не один раз писал в своих воспоминаниях, когда отвечал на интервью, на вопросы. И коим образом я стала интересоваться вот этой темой. И вот, следуя этому своему интересу, я открыла, что Нобелевский лауреат, человек, который, в общем-то, известен всему миру, поэт Иосиф Бродский, дважды был в Якутии. И в 1959 году Иосиф Бродский, вот он стоит на якутском аэродроме, в аэропорту. Ему было 19 лет всего. Он был коллектором одной геологической партии, которая работала в Южной Якутии, на Алданском щите. И, по моему разумению, тогда они нашли уголь в Нерюнгри и большое месторождение разведывали Денисовское. Потом он приехал в 1961 году, и уже его экспедиция была направлена в Усмайский район. Они прилетели в Усмаю, затем Нилькан, и там ожидали оленей, чтобы выехать дальше в горы. И, как я понимаю, тут уже речь шла о поиске золотоносных месторождений, где сейчас Нежданенко и Джорджур золото. Так что он дважды бывал в Якутске, работал в геологических партиях, коллектором. И его коллеги, с которыми он приезжал в Якутию, о нем отзывались как о очень трудолюбивом человеке. Ну, что такое коллектор? Практически это рабочий, который таскает за геологом, который берет пробы, тяжелый рюкзак всех камней, проб и прочее. И он, в общем-то, не отлынивал и неплохо справлялся с этой работой. Бродский в своих воспоминаниях и не один раз говорил о том, что в 1959 году они очень долго ждали самолет, и он дословно говорил: в году 1959 в этом страшном городе Якутске я зашел в книжный магазин и надыбал томик Евгения Баратынского, изданного в библиотеке поэта. Читать мне было нечего, и я эту книгу прочел от корки до корки. И я тут понял, чем мне дальше нужно заниматься. То есть он признавал, что решение заниматься поэзией серьезно он принял после прочтения стихов Евгения Баратынского именно в Якутске. Он об этом вспоминает во многих своих интервью, в своих разговорах с друзьями. Об этом написано много в воспоминаниях его друзей. Но сказать, что город Якутск был очень для него дорогим городом, конечно, этого сказать не можем, но то, что он не забывал о том, что он считал своим учителем Баратынского, он именно эту книгу нашел в Якутске. И воспоминания Людмилы Штерн, тоже геолога, которая, кстати, его и устраивала для участия в этих экспедициях, она пишет, что когда он собрался уезжать в Америку, но он же собрался, в общем-то, не по доброй воле, его вызвали в АВИР и сказали: мы дальше заводим на вас дело, уголовное дело, или уезжайте. И ему пришлось принять решение об отъезде, и он даже писал письмо Леониду Ильичу Брежневу перед своим отъездом, что он ничего плохого не сделал для своей родины и вообще против советской власти, и что он вынужден просто покинуть по требованию АВИРа свою родину. Ну, естественно, на это письмо никто ему не ответил. Текст этого письма неизвестен до сегодняшнего дня, наверное, хранится где-то там в партийных архивах, но дословно он это письмо пересказывал своим друзьям.
И вот по воспоминаниям Людмилы Штерн, он, когда уезжал, он подарил фотографию, где вот он стоит в аэропорту города Якутска, и написал ее «Аэропорт, где я никогда не приземлюсь, не горюйте». Вот, даже вот эта надпись, она говорит о том, что он, в общем-то, не забывал о Якутске, и хоть он и был страшным для ленинградского мальчика, но, тем не менее, он о нем всегда помнил. Это вот конкретные, так сказать, его связи с Якутией. А в 1961 году он приехал тоже в составе экспедиции, доехал до Усьмаи, затем до Нилькана. Они ждали оленей, потому что по горам Джукжура на другом транспорте тогда вообще невозможно было добраться до тех мест, куда им надо было. Но очень долго не было оленей, и его, в общем-то, тут охватила хандра. А его старшие друзья прекрасно понимали, почему это случилось, потому что в 1959 году в Южной Якутии, в одной из горных речек, которых великое множество в Южной Якутии, утонул его друг, тоже коллектор Федя Добровольский, который был моложе его, ему было 18 лет. И это произвело на Бродского очень тягостное впечатление, и он об этом практически никогда не забывал. И поэтому старшие его товарищи решили его отправить обратно в Ленинград, и он вернулся. А когда состоялся суд над ним в Ленинграде, он 63-й год, по-моему, если я не ошибаюсь, тогда ему поставили вину, что вот он заключил договор и вернулся, бросил как бы работу. Это тоже было ему поставлено в вину. Но он был, конечно же, человеком непростым. Он после 8 класса бросил школу, пошел работать в Ленинградский завод «Арсенал», недолго там работал. Он все время пытался стать подводником, моряком, он пытался поступить в морское училище, но по состоянию здоровья его туда не брали. И вот он, поработав на заводе «Арсенал», вдруг он решил стать врачом. И где-то года полтора он проработал в морге. Я думаю, что тогда ему было лет 20, и, в общем-то, это достаточно серьезное испытание для впечатлительного человека, для поэта. Но, поработав немного вот там, он решил, что врачом ему не суждено быть. После начала его творческой деятельности относится вот как раз к 1961-1962 году, активная, когда он начал выступать, печатать стихи в газетах ленинградских. Хотя вот до того, как он нашел томик Баратынского, он писал стихи, но как бы это было, видимо, он считал, что это было не очень серьезное занятие. И он знакомится с Евгением Рейном, который позже его познакомит с Дмитрием Бобышевым, Анатолием Найманом. И это была вот 4 молодых поэтов, которые, в общем-то, выступали всегда вместе. И эта 4, Анатолий Найман был секретарем Анны Ахматовой, помогал ей, когда она жила в Комарова, и он познакомил всех с Анной Ахматовой. И это был достаточно тесный кружок, который мог обсуждать запрещенные тогда стихи Мандельштама и защищать где-то в какой-то степени Пастернака и так далее. И это, я думаю, что вот эта его встреча с этими молодыми поэтами и такая дружба с Анной Ахматовой очень сильно ему помогла в жизни. Хотя он Анну Ахматову не считал своим учителем и ей посвящено несколько стихотворений ее, но он считал для себя кумиром Марину Светаеву и считал, что это
во многом он и обязан своими поэтическими делами. Так вот, в 1963 году в ноябре газете «Вечерний Ленинград» был напечатан фельетон «Окололитературный трутень», который был посвящен Бродскому. Но Бродский действительно всегда находился в поиске работы, уходил, приходил, учился в вечерней школе. Родители его были, в общем-то, люди в возрасте. И они, естественно, очень настраивали, что единственный сын не может найти себе путевую работу, и его занятия поэзией они не очень поощряли. Считали, что это не та работа, которая может обеспечить хлеб и вообще положение в обществе. Но и в то же время не запрещали. Отец его был военным корреспондентом. Он позже работал в военном музее в Ленинграде и научил его хорошо фотографировать. Он неплохо владел этим делом и достаточно интересовался этим делом. Так вот, в 1963 году этот странный суд состоялся, в котором его обвинили в тунеядстве и дали ему 5 лет ссылки в Архангельскую область. Когда судья спросил Бродского, чем вы занимаетесь, кто вы по профессии? Он сказал, я поэт. А кто вам сказал, что вы поэт? Вы учились где-то или что? Почему вы считаете себя поэтом? Судья спрашивает. А Бродский сказал, я думал, что это вообще-то от Бога. И в 1964 году его этапом через Вологду отправляют в Архангельскую область, и он попадает в деревню Норинская. Это сейчас тоже одна из точек, где чтят имя Бродского, вспоминают о нем, там есть музей. Если подумать о судьбах русских поэтов, мне кажется, что ссылка, с одной стороны, это, конечно, гонение, какие-то большие трудности, но в то же время это всегда отмечено было рассветом их творчества. Даже если возьмем Пушкина, Александра Пушкина, его ссылку на Кавказ, на юг, его ссылку Михайловская, это же какие произведения он написал, будучи как-то ограниченным на одной территории, ограниченном общении, и творчество его получило совершенно новое направление. Точно так же случилось и с Бродским, поскольку в этой деревне, это была небольшая сельскохозяйственная деревня, тут вот как раз фото, где он стоит в Норинской, он там и пастухом работал, и на всяких сельхозработах, на уборке, когда шла посевная, он во всем этом принимал участие. Жил он там, снимал у одних колхозников небольшой дом. К нему часто приезжали друзья. И его любимая Марина Басманова, которую это была его единственная любовь, пожалуй. Зато вот она, Марина Басманова. Она была художницей, дочерью академика художеств тогда Советского Союза. И она приезжала к нему туда не один раз, но как-то у них не складывалось особо, потому что со стороны родителей Басмановой, конечно же, Иосиф Бродский был несостоятельным человеком во всех отношениях. Но тем не менее она его любила, она впоследствии родила от него сына. Но там такая перипетия любовная, что трудно что-то сказать, пока он там скрывался с этой ссылкой и так далее.
она вышла замуж за его друга Дмитрия Бобышева. Это было двойное предательство, естественно, как это воспринимал Бродский. Ему было очень тяжело, очень трудно. Но, тем не менее, он всю жизнь, даже будучи в Америке, посвящал постоянно стихи Марине Басмановой. И практически его все лирические стихи посвящены Марине Басмановой. И вот эти новые станции к августе, это лирика его, она полностью посвящена Марине Басмановой. Ссылка Нуринская дала ему очень много. Вот к его 70-летию вышло несколько книг, и среди них книга Владимира Бондаренко, которую некоторые встретили с штыки. Он как раз пишет о том периоде, когда Бродский был в ссылке в Нуринской, и он написал очень много русских стихов, как говорится, и по своему содержанию, по своему внутреннему посылу и так далее. Он как бы доказывал, что это не только американский поэт и эссеист, а настоящий русский поэт. Ну, кому-то это не очень понравилось, но это достаточно интересная книга. Иосиф Бродский, Владимир Бондаренко. Это вышло малой серии «Жизнь замечательных людей» в издательстве «Молодая гвардия». Если вам попадется, вы можете ее почитать. Совершенно иной взгляд на его творчество. Ну, многие и тогдашние советские писатели, в том числе Анна Ахматова, Корней Чуковский, его дочь Лидия Чуковская, вдова Мандельштама, Надежда Мандельштам, они все писали письма о том, чтобы его освободили ссылки. Но это не имело особого значения. 2 года он провел в ссылке, а на третий год его освободили из ссылки. И в этом огромную роль сыграло то, что друг, так сказать, Советского Союза, французский писатель Анри Барбюш, он написал письмо о том, что нельзя вот такого молодого человека держать в ссылке только за то, что он не был трудоустроен. И его освободили. Он приехал обратно в Ленинград и уже конкретно начал заниматься литературным трудом. Он много переводил японских поэтов, корейских поэтов и сам стал активно публиковаться. Но с работой, как говорится, ему особо не везло, да он и не старался, видимо, работать в каком-то конкретном учреждении. И ему, так сказать, предложили уехать. Но до этого у него были совершенно такие юношеские задумки. Он тоже встретился с одним авантюристом, который предложил ему угнать самолет в Пакистан и в Средней Азии. Потом этого человека, бывшего летчика, поймали, и он выдал всех. А это был, как сегодня бы сказали, просто трёп, просто разговор. Ну и все это собралось, естественно, КГБ все это взяло на заметку, и вот ему предложили уехать. Это он с женой Марией Сапцани, итальянкой, которая была из дворянского русского рода, в ее крови род дворян Трубецких и Урусовых, которые эмигрировали после революции в Италии и уже проживали там жизнь как итальянцы.
немножко вот из биографии, а он приезжает в Америку с одним чемоданом, сначала в Вену, оттуда переезжает в Америку, там ждали его друзья, которыми он познакомился еще в Ленинграде. Это были русоведы, которые интересовались русской литературой, и, естественно, они ему помогли устроиться на работу в колледж, читать лекции о русской литературе. Они очень ему помогли, он жил у них какое-то время. Ну, а потом его стихи стали переводиться на английский язык, и некоторые эссе он сам писал на английском языке, и поэтому его имя стало известно всей Америке и американским литературным кругам. Он уехал в 1972 году и, в общем-то, получил гражданство где-то спустя только 10 лет. Если пунктиром, так сказать, о том, что его родители 10 раз подавали на визу, мать, отец, он присылал приглашение, но наше государство не выпускало этих стариков к нему. Он сам не пытался сюда приехать, он приглашал их, но, вероятно, думал их у себя оставить, наверное. Они были люди преклонного возраста. Так вот, эти 10 его приглашений остались без внимания. И мать его умерла в 1983 году, отец умер в 1984 году. Тут-то он собирался приехать и выполнить свой сыновний долг. Его не пустили в Советский Союз. И сегодня думать об этом и говорить об этом, конечно, и страшно, и странно, потому что, что мог сделать поэт, который живет в Америке и неплохо там устроен, почему ему не дать право похоронить своих родителей? Я, конечно, этого сегодня понять не могу, и тогда, наверное, это было непонятно. Но его много раз склоняли к тому, чтобы он говорил о жестокости, об этой жестокости советской власти. Он этого ни разу не сделал, потому что он считал, что каждый сам себе выбирает дорогу, и ругать власть, если ты неудобен этой власти, это, в общем-то, пустое дело. В 1987 году он стал лауреатом Нобелевской премии, известна его Нобелевская речь. Там тоже его склоняли к тому, чтобы он, сказал о том, что его жевали из страны и так далее, и так далее. Он об этом не говорил. Он говорил только о литературе, о поэзии, о том, какое значение имеет литература и поэзия в жизни каждого человека. В 90-м году ему исполнилось 50 лет, он это отмечал с друзьями. Естественно, все ему говорили о том, что пора жениться, что так один. Он всегда отвечал, говорил, что поэт должен быть одиноким. Поэт должен чувствовать себя одиноким, только тогда он может писать стихи. Отшучивался. И в том же 90-м году он читал лекцию по русской литературе во Франции в университете Сорбонны, и он там встретил итальянку русских корней Марию Сацани. Они встретились в январе 90-го года, а в 91-м году, в сентябре, они уже поженились. И друзья были поражены этим браком, поскольку они никак не ожидали, что он так поступит. Но вот он так поступил. В 1993 году у них родилась дочь, которую он назвал тройным именем матери Мария Анна Ахматова. Александра – это отец Александр. Мария Анна Александра Бродская. Она 93-го года рождения, живет в Италии. Он умер в 96-м году, и какая-то такая судьба, что он был скитальцем в своей степени, в какой-то степени, да,
И когда он умер, его отпевали, провожали последний путь в Нью-Йорке, где он жил. И как бы пока положили где-то там гроб, а потом жена приняла решение его похоронить в Венеции. Ну, как известно, в Венеции есть остров кладбище, который называется Сан-Микеле. Он похоронен на этом острове кладбище. И Мария Сацани, она вернулась, живет в Италии. Как оказалось, он написал завещание. Вообще у него всю жизнь было больное сердце. А он неимоверно курил, он выкуривал по 2 пачки в день и никого не слушал в этом вопросе. Естественно, у него должна была быть очередная операция на сердце в 1996 году, он до нее просто не дожил. И он составил завещание, которое гласило, что всю переписку, все, значит, личностные какие-то отношения. Это завещание было адресовано Марине Басмановой и жене. 50 лет никоим образом не были бы открыты и обнародованы. Единственное, что он оставил для исследователей, это рукописи, которые сейчас находится часть в Пушкинском доме, часть в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге, ну и в Италии, и часть в Америке, видимо. Вот таким образом он распорядился, поэтому взять интервью и сказать что-либо вот эти 2 женщины, как говорится, не могут. И у него сын от Марины Басмановой, он приезжал к отцу в Америку, он уже сейчас взрослый, ну не то чтобы взрослый, он какого года, он где-то 67-го года, он уже человек в возрасте, но, видимо, Бродский ожидал увидеть совсем другого человека. Они как-то не нашли общего языка, и далее после этой одной встречи они так и не общались. А Мария Сацани была младше его на 30 лет, но тем не менее он увидел в ней ту самую женщину, с которой он собирался прожить еще долгие годы. Ну вот вкратце, наверное, его биография и то, что Бродский сейчас очень много издается у нас в России, и им многие интересуются, и мы тоже, как бы якутские писатели, тем более узнав, что он бывал в Якутске, оставил об этом письменные свидетельства, естественно, этим делом очень я заинтересовалась, и я в книге «Без знания любви» у меня есть очерк, эссе небольшое, Бродский Якутия, Бродский Венеция. Я даже умудрилась ездить по его следам в Венецию. Как-то тут приезжала большая группа российских писателей, и среди них был Виктор Кулле, исследователь творчества Бродского, и когда я им рассказала, ну, они, в принципе, знали, и когда мы заговорили об этом, они стали говорить о том, что я сказала, я мечтаю, чтобы была мемориальная доска о том, что якутский бывал Бродский. Но они сказали, так в чем же дело, надо это делать. А я сказала, я не очень уверена, где находился этот книжный магазин, где он купил томик Боротынского. Ну а потом тут мы со своими писателями, друзьями стали думать о том, где он мог быть. И все-таки решили, что это магазин подписных изданий, который был по проспекту Ленина, 14, 59 год, дом этот уже стоял.
Парень, который ждал самолета, наверняка он гулял только вот по этой улице. В то время были еще два магазинчика, один за Алогом деревянный, книжный, и один на улице Аюнского, который был, до моего уже взросления он существовал недалеко от автовокзала. Но я думаю, что он вряд ли туда забирался. И все-таки, по наитию, по предположению, мы решили, что это и есть тот дом, тот книжный магазин, где он мог приобрести томик Баратынского. И, эта идея у меня сидела в голове, и мы как-то встретились с Александром Григорьевичем, и он проводил конкурс же, на чтение стихов Бродского к его юбилею. И я ему сказала, что вот на самом деле-то Бродский связан с Якутском. И он поддержал эту мою идею, и, в общем-то, мы сейчас с ним готовимся сделать эту доску, и, возможно, вот сегодня мы предположили, что когда закончится ремонт на проспекте, мы, наверное, сделаем это в день города. Вот поэтому мы сегодня собрались здесь для того, чтобы еще раз поговорить и обозначить, что Иосиф Бродский, поэт, Нобелевский лауреат, он бывал в нашем городе и не только бывал, а обозначил его как место, где он принял окончательное решение о занятиях поэзией. В их часах не только ход, но тишь, притом их путь лишен подобия круга. Так в ходиках не только кот, но мышь, они живут, должно быть, друг для друга. Дрожат, скребутся, путаются в днях, но их возня, грызня и неизбывность почти что незаметно в деревнях, где вообще в домах роится живность. Там каждый час стирается в уме, и лет былых бесплотные фигуры теряются, особенно к зиме, когда в сенях толпятся козы, овцы, куры. Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенной стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели истертой, и потому диван в углу сверкал коричневой кожей, словно желтой. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в раме запыленной застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул. Все чуждо в доме новому жильцу. Поспешный взгляд скользит по всем предметам, чьи тени так пришельцу не к лицу, что сами точно мучаются этим. Но дом не хочет больше пустовать, и как бы за нехваткой той отваги замок не в состоянии узнавать.
один сопротивляться во мраке. Да, сходства нет между нынешними тем, кто внес сюда шкафы и стол и думал, что больше не покинет этих стен, но должен был уйти, ушел и умер. Ничем уж их нельзя соединить, чертой лица, характером, надломом, но между ними существует Нить, обычно именуемая домом. дома. Пожалуйста, слово Яне Байкожаевой. Добрый день. Прямо сижу, наслаждаюсь тем, как вот рассказывает Наталья Ивановна. Огромное спасибо вам. И, конечно, хотелось бы, чтобы ваш рассказ услышали наши дети, да, старшеклассники, студенты. И я надеюсь, что вот то, что отсняли материал, оно выйдет, как бы, увидит свет на Ютубе, и мы сможем поделиться этим и другими людьми, которые живут не только в городе, но и в улусах, в деревнях и так далее, и которые являются почитателями таланта великого поэта. Көрістегі күрчөктерін неңестібекке, үңір сүктер идолларға сөбірүйбекке, таңары желерін, ирдер сирдер думнан, маны кихін оқтарын, әрген келбер кейіндерін тағынан, әйе ұғыттур сылағығыр иттібекке, әрей қағыс оқсуларыттан төбелерін қоңқып баққа, мекканы онны риңі ағай баққа, ағыныға соқ, күн отуғар бұғасиеден, сир ұстын пилигримдер аяннылар, көстер жүхіннер адамөкі, бұқчығырдыр, атчықтар, таңастарын әк бол бұд, олар әрі, кенелер қарақтарығар, күн тек сардамалара сөңмүт, сүрәқтерігер, омуллы батсағарға қыдара күйғар, кенелер кенелергер, кумақ куярдар, ыллылар, күн тақсыда күлім гынар, солыстар тымныдық, тырымны қалалар. Кенелерге көдердір өстік қадылар, орты дойды олығы қанда, олар ибаттен, қанда қара арбат, қылбамаған қар, нарыны ұтысқа дүйерінілар, сарбақ, албын кіржіктің, кіріктақ керсейді, бүппет. Олық қағанда түміктенмет, баға құту оңақаға салалы бат, олар әрі салғанан бара тұру, ол ата туға соқ, бәйіға да, таңараға да итағаян, ол ата өй айбыт жәргелгенер қалар онна сол, ол ата күн салғы тақсы кире, саллаттар кені тұғығар өліқтері диллектері, арай поэттар олығы тоян, ұтықтара, ұллықтара, олық салғанар. Спасибо за внимание. Сейчас разрешите предоставить слово председателю Русской общины Республики Саха-Якутия Александру Григорьевичу Подголову. Еще раз хочу тоже присоединиться, поблагодарить Наталью Ивановну. Вот 2 года тому назад, у меня, скажем сразу, у меня такое скептическое отношение к Иосифу Бродскому. Но вот благодаря вот тому грантам, тому конкурсу, вот людям, которые вдруг откликнулись на наше предложение и стали читать его стихи, что у меня даже появилось любимое стихотворение Бродского, которое я с удовольствием читаю. Это «Не выходи из комнаты», на самом деле это оказывается вообще просто гениально. Это стихотворение о том, что сейчас происходит в мире. И про пандемию, и вообще все, что дальше происходит. Кроме этого, я благодарен Наталье Ивановне, что она мне вот рассказала о моем родном городе вот такой интереснейший факт. И я просто загорелся этой идеей, что мы вообще можем этим гордиться, а дальше, может быть, мы можем ли вообще претендовать на присвоение каких-то премий, конкурсов именно Бродскому, потому что на самом деле он уже начал здесь, это здесь же дошло, значит, в нашей земле что-то есть, значит, если такой человек с мировым именем
до этого дошел, поэтому мы должны это использовать. И поэтому, вот как уже сказала Дарья Ивановна, я думаю, что еще такой вечер обязательно повторим, после того, как откроем мемориальную доску. Сейчас нам администрация города помогает это сделать, там очень много всяких бюрократических зацепок, прочих вещей, и мы просто не успеваем это сделать. Кроме этого, мы сейчас объявим конкурс, который, скорее всего, пройдет 12 июля. Конкурс «Кто лучше прочитает стихи», ну или как, просто прочитает стихи Бродского. Ну, я не хотел бы задерживать ваше внимание, но я решил вот тут по жизни сейчас, вот у нас есть Карл Башарин, да, который куда ни приходит, он всех заставляет петь гимн или читать. Я решил каждое свое публичное какое-то выступление не читать стихи. Я решил вернуться к старой хорошей традиции. Лучший подарок — книга. И дарить книги. Притом не просто книги, а хорошие книги. И я очень рад, что к нам пришла вот такая маленькая девочка. И хоть она сидела, зевала, ерзала, на папу смотрела, но она сидела и слушала. И я, самое главное, что я открыл, что Иосиф Бродский читал стихи, то есть писал стихи для детей. Это единственная книга, которая есть в городе Якутске. Мы выкупили все книги Бродского в городе Якутске. Иди сюда, дорогая. Я подарю тебе книгу. Ой, еще и Лилия, мое любимое имя, так звали моей мамы. Тебе все равно, мне приятно. Вот это стихи Бродского. Папа фотографирует. Папа сфотографировал? Ну, все, иди, спасибо. Ну и, естественно, я хочу подарить, я сейчас каждому подарю книгу, подойду, вы можете сидеть, но, естественно, я в первую очередь подарю Наталье Ивановне. А Игорь ушел, что ли? Тогда я вам дам две книги, а вы Игорю передадите, хорошо? И наша поэтесса, которая читала стихи на якутском языке. А другим я сейчас подойду. У меня здесь, к сожалению, у нас Бродского всего лишь 8 книг в городе Якутске. Мы их все выкупили. А остальные у меня здесь есть книги Цветаевой, Маяковского, я все подарю. Спасибо большое. Вам спасибо. Не, ну с девочкой, да, с вами надо встать. Девочками. Ольге я вообще благодарен. Русская община проводит русский фестиваль-конкурс русской культуры, и у нас там есть номинация поэзии. И вот Ольга нам в этом вопросе помогает отделить поэтов от графоманов. Ну, у нас очень, оказывается, графоманов, что очень много графоманов. Вот, разные, да. И еще у меня есть, тут сидят две моих любимых женщины, номер 9 и номер 10. Я их давно не видел, я им тоже хочу подарить Бродского. И спасибо, что они пришли. Кстати, Альбина поддержала 2 года тому назад, она приняла участие в нашем этом конкурсе Бродского. Ну и, конечно же, Валентине Андреевне. Такого вечера еще не было, что всем давали подарки. Вот, когда мы определились с этим адресом, ну, в принципе, мы нашли скульптора, который будет делать эту мемориальную доску. И, в общем-то, дело началось, как говорится. И поэтому я очень благодарна Подголову Александру Григорьевичу за то, что он поддержал эту мою идею. И у горожан, у жителей Якутска будет возможность видеть эту доску и вспоминать стихи
Бродского. Конечно, он не прост для понимания, не прост для чтения, но, тем не менее, это великий поэт, которого невозможно мимо пройти. И я сейчас, пока Александр Григорьевич раздает, чтобы он раздал до конца, хочу прочесть его «Пилигримы» на русском языке. Сегодня они не звучали на русском. Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо Мекки и Рима, синим солнцем полимы идут по земле пилигримы. Увечны они, горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета, за ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды горят над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка от веры в себя до Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом. Удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Я читаю спецкурс «Поэтическое мастерство» для студентов университета. Говорю о Бродском, читаю стихи. Начинаю я вот с этого маленького стихотворения. У него есть цикл «Английские песенки». Ну, такой он доступный, простой. Он пишет от имени девушки. Я вышла замуж в январе, толпились люди во дворе, и долго колокол гудел в той церкви на горе. От алтаря из-под венца видна дорога в два конца. Я посылаю взгляд свой вдаль, и не вернуть конца. Церковный колокол гудит, жених мой на меня глядит, и столько свеч для нас двоих, и я считаю их. И я спрашиваю, о чем это стихотворение? Они долго молчат, потом говорят, ну, кажется, о любви. Я говорю, а любит ли невеста своего жениха? Они потом еще дольше молчат и говорят, кажется, не любит. Так что поэзия такая вещь, о которой можно говорить долго, задавать вопросы. Спасибо вам всем за то, что вы приняли участие в нашем, ну, несколько импровизированном, да, ведь, вечере. И надеюсь, что мы еще встретимся с вами, когда Будем определяться с доской и поговорим в большем количестве. Я думаю, Национальная библиотека нам в этом деле поможет. И пусть вас всегда любят, и не считайте свеч. Спасибо.